В эфире программа «События недели» и я, журналист Белла Кварчия. Здравствуйте. 4 из 7 дней первой весенней недели года оказались нерабочими. Праздник 8 марта внес свои коррективы в распорядок рабочих и выходных дней. Он же стал главной темой событий недели. Смотрите в нашем эфире. Деловые, успешные, красивые – главные направления деятельности торгово-промышленной палаты курируют женщины. Вице-президент ТПП Тамила Мирсхулава о наиболее важных проектах последнего времени. В память о погибших за родину в Гудаутском районе открылся монумент защитникам Абхазии. Новый торговый центр презентовали в Сухуме. Об особенностях проекта в репортаже наших корреспондентов. На этой неделе в Абхазии, как и во многих постсоветских странах, отметили Международный женский день. Этот праздник в наше время потерял идеологическую подоплеку и плавно превратился в праздник весны и красоты, когда чествуют представительниц прекрасной половины человечества. Главную тему нашей программы мы обсудим с гостем в студии немного позже, а сейчас о других заметных новостях недели. С обзором событий Ирина Аршба. Президент Рауль Хаджимба провел совещание по вопросам выдачи общегражданских паспортов гражданина Республики Абхазия и вида на жительство. Глава государства поручил Министерству внутренних дел в течение недели представить в установленном порядке предложения по внесению изменений в законодательство о гражданстве, направленные на устранение существующих правовых пробелов, которые создают искусственные проблемы гражданам Абхазии при обмене общегражданских паспортов нового образца. К настоящему моменту всего выдано 52 800 общегражданских паспортов. Рауль Хаджимба поручил участникам совещания, в частности МВД, главам районных администраций, проводить информационную работу с призывом к населению о необходимости обмена паспортов. Президент также поручил паспортному управлению Министерства внутренних дел ускорить работу по выдаче вида на жительство. Первая туристическая форум-выставка «Визит Апсны» прошла с 7 по 10 марта в Сухуме. «Визит Апсны» – это возможность для бизнеса, работающего в сфере туризма, максимально эффективно представить направления и услуги, увеличить количество деловых контактов, повысить узнаваемость бренда и укрепить имидж, обсудить острые вопросы бизнеса. В рамках «Визит Апсны» также был проведен первый фестиваль цветения мимозы и традиционная ярмарка-продажа, где каждый желающий мог приобрести работы абхазских мастеров. Рауль Хаджимба совершил рабочую поездку в Гулрыбский район. Больше года в районе проводились масштабные работы по очистке русел рек. Глава государства ознакомился с результатом проделанных работ и пообщался с жителями сел. Проблема выхода из берегов рек и многочисленных речушек во время паводков актуальна в Гулрыбском районе уже не один год. В 2016 году в районе были начаты масштабные работы по расчистке русел рек. На эти цели из резервного фонда президента поэтапно было выделено порядка 40 миллионов рублей. Более 10 рек расчищено в течение прошлого года. Все работы проводились местными предприятиями, и налоги, поступившие в бюджет, будут использованы в качестве дополнительных средств для дальнейшей расчистки и поддержания результатов. На этой неделе в Абхазии впервые с рабочим визитом находилась делегация Палаты представителей Йорданского Хашимитского королевства. В среду состоялась встреча спикера парламента Абхазии Валерия Кварчия с членами делегации. Валерий Кварчия выразил надежду на продолжение подобных встреч и отметил, что Абхазия заинтересована в развитии деловых отношений. Председатель делегации из Йордании Мансур Сжяж отметил, что в ближайшее время они планируют восстановить партнерские отношения со своими абхазскими коллегами. Йорданцы готовы сотрудничать в области экономики, сельского хозяйства, медицины. Делегаты также встретились и с депутатами парламента. Во время встречи парламентарии задавали вопросы, интересовались планами на будущее. Делегацию из Иордании принял министр экономики Адгур Ардзинба. На встрече обсуждались перспективы экономического взаимодействия. Адгур Ардзинба рассказал о законе об инвестиционной деятельности, в котором прописаны все положения о гарантиях государства и определенном статусе инвесторов в Абхазии. Также предусмотрены определенные льготы для инвесторов в виде освобождения от уплаты налога на прибыль и налога на имущество на определенный срок. Отвечая на вопросы членов делегации Иордании, Адгур Ардзинба добавил, что при Министерстве экономики Абхазии действует государственное инвестиционное агентство, которое бесплатно оказывает инвесторам полное содействие в оформлении документов, сопровождении бизнеса, взаимодействии бизнеса с органами государственной власти. В Абхазском государственном музее состоялась презентация сайта историко-мемориального музея Нестора Лакова. Сайт был разработан при поддержке Министерства культуры и историко-культурного наследия Абхазии. На сайте появятся фото и видеоматериалы о Несторе Исарии Лакова. Более того, здесь можно будет найти важные исторические документы, переписки и другую информацию о жизни и деятельности борца за свободу. Здесь также будет много информации о жертвах политических репрессий. Пока сайт функционирует только на русском языке, в ближайшем будущем планируется добавлять материалы и на английском. Это позволит иностранцам узнавать много нового об Абхазии.
Ежегодная весенняя выставка, посвященная Международному женскому дню 8 марта, открылась в Центральном выставочном зале города Сухум. На ней были представлены работы известных абхазских мастеров, а также молодых художников. Всего 35 работ различного художественного жанра – натюрморты, пейзажи, портреты, скульптуры. 9 марта руководитель Государственного инвестагентства Инар Гицба и члены парламента страны встретились с делегацией Палаты представителей Иорданского Хашимитского королевства, которые на этой неделе находились в Абхазии с рабочим визитом. Инар Гицба рассказал гостям о проектах инвестагентства и отметил, что в Абхазии были бы рады наладить сотрудничество с Иорданией. После завершения встречи члены делегации в сопровождении представителей инвестагентства посетили теплицы в селе Кындык. Местные специалисты рассказали о деятельности предприятия, о том, каких успехов они достигли в выращивании сельхозкультур. Гости смогли попробовать продукцию, выращенную в теплицах, и остались довольны ее вкусовыми качествами. На вкус очень хорошо, натуральные огурцы и очень-очень вкусный. Он смотрит на этот проект как на очень большой проект не только в Абхазии, а везде. И это тоже очень для экономики Абхазии, это тоже очень хорошо. И говорит, что такая техника, что такое в Абхазии есть, это говорит о том, что государство старается и помогает, чтобы такого было в Абхазии. Затем делегация из Иордании посетила второй объект. Здесь им рассказали о технике выращивания овощей и продемонстрировали, как упаковывается продукция для перевозки. Также гости из Иордании побывали на предприятии по производству бутилированной воды «Кодор». В этот же день в здании парламента глава делегации Палаты представителей Иорданского Хашимитского королевства Мансур Щач и председатель Госкомспорта Абхазии Теймураз Квиквискири подписали протокол о намерениях. Сегодня мы подписали соглашение между Комитетом Республики Абхазия для молодежи и спорта и Иорданской организацией молодежи с целью развивать отношения между Республикой Абхазия и Королевством Иордании и стремление расширить этого вида работы и расширить отношения не только между Иорданией и Республикой Абхазия, но дать ему статус международный. Мы с господином Шажем Мансуром подписали протокол о намерениях, в котором говорится о том, что мы будем создавать благоприятные условия для того, чтобы наша молодежь Абхазии и молодежь Иордании налаживала связи между собой, чтобы эти связи углублялись и расширялись. То есть это первый шаг к тому, чтобы о нас, об Абхазии, о молодежи Абхазии узнали далеко за ее пределами. Господин Шаж Мансур является руководителем Иорданского черкесского комитета молодежи, с которым, в принципе, мы и подписали данный договор. В дальнейшем, я думаю, что мы еще не раз будем контактировать с иорданской стороной и придем к каким-то общим точкам соприкосновения для того, чтобы более тесно сотрудничать, потому что есть в планах проведения фестивалей, каких-то культурного значения, форумах, лагерях определенных и вообще обменом студентов наших государств. Более 50 творческих людей Абхазии представили свои работы на первом весеннем арт-маркете, который открылся в Сухуме 8 марта. Умельцы выставили для обзора и продажи свои уникальные авторские творения – картины, изделия из керамики, дерева, ткани. Арт-маркет проводится в этом году уже в 5-й раз, и с каждым годом его география расширяется. Традиционно в ярмарке принимают участие репатрианты и подопечные фонда «Киараз». В этом году арт-маркет прошел в рамках туристического фестиваля выставки «Визит Апсны» и «Мимоза Фест». Для посетителей арт-маркета прозвучали композиции в исполнении известной джазовой певицы Тамары Вороновой, а также выступили участники танцевального коллектива «Абаза» и другие. Цветы, улыбки, поздравления – непременные атрибуты праздника 8 марта. В них, как всегда, не было недостатка. А еще в этот день задумываются о той роли, которую играет женщина во всех сферах нашей жизни. О женщинах Абхазии, в частности, о тех, кто помогает реализовывать актуальные проекты Торгово-промышленной палаты Абхазии, мы поговорим с нашим гостем в студии, вице-президентом ТПП Тамила Мирцхулава. Здравствуйте, Тамила. Здравствуйте. Позвольте поздравить вас с прошедшим 8 марта.
Спасибо. Всяческих благ вам и вашему коллективу, который, кстати, состоит в большей своей части из представительниц прекрасной половины человечества. Было бы очень интересно узнать о последних мероприятиях, которые проводила ТПП, в частности, об организации Ассоциации женщин-предпринимателей. Чья была эта идея и как она, в принципе, реализовалась, насколько успешно? Спасибо большое, во-первых, за приглашение, за проявленный интерес к работе торгово-промышленной палаты. Я тоже, пользуясь случаем, хочу поздравить вас и всех наших дорогих женщин с этим праздником. На самом деле, как вы правильно уже отметили, за последние 10 дней прошел ряд мероприятий, организованные торгово-промышленной палатой. И 1 марта состоялся прием от имени президента торгово-промышленной палаты Геннадия Гагулия в честь празднования наступающего праздника в одном из излюбленном ресторане наших женщин в Ирцах. Прием, организованный для женщин-предпринимателей, в рамках которого состоялась презентация Ассоциации женщин-предпринимателей. У нас очень много женщин, в том числе и молодых, успешных, которые занимаются разным видом деятельности и при этом очень успешно конкурируют с мужчинами-предпринимателями. Ассоциацию возглавила генеральный директор пивоваренного завода «Сухумский» Амра Ануа. И ассоциация создана прежде всего для консолидации всех женщин-предпринимателей, для решения гражданских и социально-экономических вопросов в поддержку женщин-предпринимателей. В последнее время, как мы сами все замечаем, Абхазия вышла на новый экономический уровень, и наша страна встала в такие непростые условия. И в том числе наши дорогие женщины, они, несмотря на все проблемы, которые возникают, поскольку отечественное предпринимательство, оно находится в таком непростом, в непростой ситуации, и несмотря на все эти проблемы, женщины очень успешно справляются, используя все возможности для своего развития. Насколько много членов будет в этой ассоциации? Уже сейчас состоят и планируют еще войти в эту ассоциацию? Ну, вы знаете, пока еще рано говорить о членстве, потому что все женщины-предприниматели, которые присутствовали на нашем приеме, к сожалению, мы не смогли собрать, возможно, всех представителей женского бизнеса в республике, потому что, к сожалению, нет как таковой статистики всех женщин-предпринимателей. Но, учитывая наши собственные силы, мы постарались пригласить хотя бы большую половину. Желание состоять в членстве ассоциации было проявлено практически у всех, потому что, вы знаете, развитие малого и среднего бизнеса все-таки в республике, в том числе малого и среднего предпринимательства, оно все-таки зародилось женщин. Мы помним послевоенную экономическую блокаду, когда наши женщины вывозили мандарины и разные другие фрукты, часами стояли на границе, чтобы продать на российской стороне и купить продукты, чтобы прокормить свою семью. То есть они взвалили на себя такую финансовую ответственность перед своей семьей. И когда появились какие-то возможности, они стали приобретать продукты питания и другие вещи, чтобы продавать, реализовывать в Абхазии, и таким образом стали открываться маленькие магазинчики, то есть малый бизнес стал набирать обороты. Нам очень приятно, что в таком женском бизнесе, можно сказать, у наших дорогих женщин сформировались такие психологические, можно сказать, характеристики, такой комплекс этих характеристик, которые очень отличают от наших мужчин-предпринимателей. Это, я бы даже сказала, такая высокая коммуникабельность, это ответственность, это умение управлять. Я бы выделила даже такое не жесткое лидерство, что ли. Очень приятно наблюдать за этим всем, и торгово-промышленная палата не могла не обратить внимание на женщин-предпринимателей и оказать им такое содействие. Мы надеемся, что данная ассоциация
она будет очень полезна, потому что это в первую очередь и помощь государству, это организация диалога между женщин-предпринимателей и органами власти. У нас женщины все, безусловно, очень разные, с разными профессиями, но, безусловно, очень талантливые. Каждая из них занимается своим делом и очень нужным и важным в строительстве нашего государства. Вид деятельности у каждой разный, поэтому это, конечно же, будет определенное разграничение по отраслям, но мы бы очень хотели, чтобы все женщины-предприниматели могли объединиться вот и состоять в таком союзе. Какие проблемы они бы могли решать сообща? Проблем, вы знаете, очень много. Мне бы, конечно, не хотелось за наших дорогих женщин-предпринимателей отвечать на данный вопрос, но многие из них сетуют на то, что нет определенной поддержки, нет какого-то конструктивного, возможно, диалога напрямую с органами власти. Вот им бы хотелось объединиться, познакомиться между собой, потому что многие не знают друг о друге. И вот прием показал, что была очень повышенная заинтересованность друг к другу. У них была возможность просто себя представить, познакомиться и пообщаться. Я думаю, что в ближайшее время состоятся круглые столы, на которых они смогут обсудить разные вопросы, разные темы касательно ведения их бизнеса. Безусловно, это будет очень полезно. Еще есть одно мероприятие, которое очень резонансное, туристический форум «Апсны Визит», который тоже очень успешен оказался и тоже проходил при поддержке Торгово-промышленной палаты Абхазии. Как мы знаем, действительно такое ударное ядро там состоит из прекрасных женщин. И мне бы хотелось, чтобы вы рассказали немножечко об этом форуме, насколько вы считаете, он удался. Спасибо, очень интересный вопрос. На самом деле, 7 марта состоялся первый туристический форум под названием «Визит Апсны» и первый весенний фестиваль под названием «Мимоза Фест». На самом деле он был организован Торгово-промышленной палатой. Еще на одном из заседаний Абхазского союза туризма, потому что он является тоже одним из организаторов данного туристического форума. Это Абхазский союз туризма, который был организован еще год тому назад Торгово-промышленной палатой. И на одном из круглом столе вот президентом Торгово-промышленной палаты была предложена идея провести такой первый туристический форум. Он прежде всего был нацелен на привлечение в Абхазию новых туристов. Это организация диалога для бизнес-сообщества. Это в первую очередь раскрутка бренда Абхазии. Это возможность найти новых партнеров, заключить долгосрочные договора. Откровенно говоря, мы не надеемся на какие-то сиюминутные результаты, и говорить сейчас о каких-то прогнозах очень рано, но как показал сам форум и первая его деловая часть, что форум и такая площадка была необходима для всех, кто задействован в туриндустрии и всем, кому не безразлично развитие туризма в Республике Абхазия. В рамках форума состоялись круглые столы на разные темы, на тему логистики, как привлечь туристов в Абхазию, как выжить ательерам, вопросы страхования, многое другое. Были очень живые дискуссии, очень содержательные. Нам очень приятно, что приняли участие в первом туристическом форуме такие гости, как советник министра курортов и туризма Республики Крым, председатель экспертного агентства инновационного развития регионов России, были представители таких крупных туристических агентств и компаний, как Библиоглобус, Дельфин, Альянс, Салвекс. И, конечно же, представители нашего турбизнеса,
для которых вот такая площадка стала очень полезной. Спасибо хочется выразить всем, кто принял участие в данном туристическом форуме, всем, кто оказал содействие в его организации. Спасибо хочется выразить и представителям органов власти, которые приняли участие в круглых столах. В принципе, все гости и участники очень довольны. И все отмечают надобность и необходимость проведения такого форума ежегодно. Мы очень надеемся, что туристический форум он будет традиционным и будет проводиться ежегодно. И мы очень хотим вывести его на международный уровень с привлечением новых участников форума, используя наши контакты, связи торгово-промышленных палат как регионов Российской Федерации, так и связи с торгово-промышленными палатами зарубежных стран. Я думаю, это будет в перспективе и очень интересно и полезно. В первую очередь для развития туризма в республике, потому что, как мы сами знаем, туризм, как и сельское хозяйство, является одним из приоритетных направлений развития нашей экономики. И в последнее время государством проводится очень большая работа в поддержке развития данной отрасли, развития инфраструктуры, а также оказания и обеспечения разных предоставляемых услуг. Нам очень хочется, чтобы как можно больше всех, кто заинтересован в развитии данной туриндустрии, были активны, не стеснялись, потому что многие на самом деле, как практика показала, стесняются, потому что они только-только появляются на этом рынке. Но хочется всем выразить вот такое пожелание быть активными. Очень приятно, что в данном форуме приняли участие не только представители вот именно туризма, да, отеля, а также и представители разных транспортных компаний, это и рестораны наши. Я думаю, что вот такой первый туристический форум, он не оказался комом, он стал и будет играть очень положительную, динамичную роль в развитии и строительстве нашего государства. Как вы думаете, практическую роль этот форум он сыграет в ближайшее время? Потому что всем понятно, что для развития туризма и вообще в этой сфере достаточно много проблем у нас в Абхазии, учитывая еще прошлогодний сезон, который был не столь удачным, и следующий сезон пока непонятно каким будет. И вот в этой связи что бы вы могли сказать? Да, конечно, он сыграет положительную роль, нам, по крайней мере, так хочется, и мы надеемся на это, потому что была предоставлена площадка для освещения и поддержания имиджа Республики Абхазия и привлечения туристов к нам в Абхазию. Поэтому тот же фестиваль, весенний фестиваль Mimosa Fest, то есть Art Market, это вот в рамках форума, который состоялся, вот арт-маркет современного искусства и хендмейда, где нашим гостям и нашим горожанам была предоставлена возможность посмотреть и приобрести работы наших абхазских мастеров и ремесленников, попробовать национальные напитки и кухню, просто пообщаться, получить очень хорошее настроение, тем более, что сам фестиваль проходил в праздничный день, 8 марта. Было приятно наблюдать, как наши дорогие мужчины пришли на праздник вместе со своими детьми, женами, сестрами, да и просто друзьями. Была возможность приобрести какие-то подарки и сувениры. Еще такой яркий момент в последнее время было ваше присутствие на выставке в Праге. Могли бы вы немножечко об этом нам рассказать, потому что, насколько мы знаем, выставка была очень успешной. Да, на самом деле, как вы отметили, мы приняли участие в международной туристической выставке под названием Holiday World в Праге, которая для нас стала еще одной маленькой победой, прежде всего не для торгово-промышленной палаты, а для республики в целом. Мы принимали участие наряду с такими
великими державами, да, с признанными европейскими странами. Мы соседствовали с такими странами, как Италия, Хорватия, Греция, Тунис, Индонезия, Словакия, многие другие. Наш павильон был очень востребованным. То есть у всех посетителей нашего павильона была возможность получить информацию о нашей республике. То есть очень пользовались печатная продукция, которая разрабатывается и была специально переведена на чешский язык для гостей, вот, посетителей нашего павильона. Была возможность продегустировать абхазскую продукцию, так как мы представляли продукцию наших дорогих отечественных производителей. Что немаловажно вообще для развития и продвижения Республики Абхазия в целом. Откровенно говоря, вот в первый же день открытия он не прошел бесследно, особенно для нашей делегации и для ее главы Геннадия Гагулия, поскольку за 40 минут до открытия выставки к нам подошли организаторы и сказали, что грузинское посольство очень сетует и жалуется на то, что Абхазия непризнанная республика, как они нас преподносили, принимают участие и требовали исключить из участия из списка стран, которые принимали участие в данной выставке. Обычная практика. Да, обычная практика. Откровенно говоря, мы немного были к этому готовы и ожидали такую реакцию, потому что грузинское посольство и грузинская диаспора практически во всех зарубежных странах, где мы принимали участие, она всегда очень активна. Такое ощущение, что просто следят за работой торгово-промышленной палаты, где вот она пытается представить и презентовать свою республику. Но, к счастью, их попытки, и как потом в прессе было прописано, что МИД Грузии не смог повлиять на организаторов и на Министерство регионального развития Чехии и сделать все возможное, чтобы Республика Абхазия была исключена. Ну, лично меня это как-то удивило. На самом деле, обычно организаторы уступают или вынуждены как-то уступить, даже если у них нет особого желания это делать. Но в данном случае как-то получилось противостоять. Как вы думаете, почему это так произошло? Дело в том, что вы знаете, еще в прошлом году, когда мы принимали участие в Братиславе, в Словакии, тоже в международной туристической выставке, которая стала очень полезной для нас, мы приобрели новые контакты, и плюс знакомства и личные связи, откровенно говоря, и самого руководителя, президента ТПП, они очень положительно сказываются на работе и деятельности нашей. Не скрою, что это очень кропотливая работа, это очень сложный переговорный процесс, который затягивается порой на целый год. Это и вопросы сбора, плюс такая подготовка, потому что, вы знаете, пересекать таможню в любом иностранном государстве – это нелегкая задача. Мы целый год готовимся и собираем все документы для ее прохождения. И те документы, которые нам предоставляет администрация выставки, она очень нам помогает. На самом деле в торгово-промышленной палате работает очень много представителей женской половины. Это в основном коллектив женский, как очень часто говорят. И наши дорогие девушки зачастую на самом деле выполняют очень огромную работу. Это и когда мы принимаем участие в международных туристических выставках за пределами республики, когда мы взваливают на себя весь этот груз при пересечении таможни, границы. То есть на самом деле проводится очень огромная работа молодыми, но уже успешными и перспективными девушками. Спасибо вам большое за интервью. Еще раз поздравляю вас с прошедшим праздником. Спасибо. Успехов вам и всем представительницам прекрасной половины человечества, которые работают в ТПП. Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо за приглашение. Всего доброго. До свидания. До свидания.
В нашей программе принимала участие вице-президент ТПП Тамила Мирцхулава, с которой мы обсудили наиболее важные проекты Торгово-промышленной палаты Абхазии, реализованные в последнее время. Продолжаем эфир. 10 марта в селе Лыхны Гудаутского района в торжественной обстановке был открыт памятник погибшим воинам в Отечественной войне народа Абхазии. Более 100 выходцев из села Лыхны сложили свои головы за свободу Абхазии. Среди них 18 бойцов из поселка Алгыт, которым посвящен этот памятник. Возведен монумент по инициативе жителя этого поселка, героя Абхазии Заура Саманба, на добровольные пожертвования. Впервые здесь же был установлен флаг Республики Абхазия в рамках проекта компании «Аквафон» «Масштабные флаги в городах Абхазии». Установка памятника на этом месте – это дань уважения памяти ребят, участникам Отечественной войны народа Абхазии, погибшим за свободу и независимость нашей Родины. Мы искренне благодарны тем, кто причастен к идее установки на этом месте памятника, за огромный вклад в сохранение памяти о погибших. Необходимо отметить и тот факт, что установка памятника имеет также огромное значение для патриотического воспитания подрастающего поколения, кому принадлежит будущее нашего Отечества. Сегодня открыты мемориальные комплексы в городах и районах Республики Абхазия, воздвигнуты памятники защитникам, открыты двери музеев и уголков славы. Открытие еще одного памятника в Гудаутском районе является знаковым событием. Мы никогда не забудем, что алтарь Победы сложили свои головы лучшие сыны и дочери Абхазии. Слава героям! И если мы сегодня, собравшись, чтим память тех, кто отдал свою жизнь, отдал, невзирая ни на какие заслуги, думая о том, чтобы мы сегодня с вами вот здесь были и жили в мире, в согласии. Пусть то счастье и радость, которую принесли нам эти ребята, будет всегда нам примером подражания, примером уважения. Мы пытались вложить душу, вложить те символы, которые доступны нашим абхазам. Он должен быть узнаваем. Это я уже говорю, как человек, который с этим связан. Пусть этот памятник станет местом встреч людей, которые хотят познать, наверное, не только душу этих ребят, а зачем мы вообще на этой земле. Новый торговый центр «Апснемол» открылся в Сухуме 8 марта. На презентации присутствовали представители городских властей во главе с мэром Сухума Адгуром Харазия. После того, как была перерезана красная ленточка, наш корреспондент Сария Смыр посетила торговые точки центра. О том, что она увидела и с кем пообщалась, смотрите в нашем сюжете. Апснемол, совершенно новый, не похожий на остальные торговый центр, открылся в центре Сухума. В огромном здании находится более 20 магазинов. Здесь каждый покупатель сможет приобрести все необходимое от детской игрушки, одежды и даже бытовой техники. Само открытие торгового центра схоже с большим праздником. Шампанское, вкусные угощения, букеты цветов от гостей, музыка. Все это создавало особую атмосферу. Ну, во-первых, атмосфера очень красивая, и место такое потрясающее. Я обожаю панорамные окна. Очень удобно, они сконцентрировали кучу магазинов в одном центре, прямо в центре города, в таком доступном месте, чтобы недалеко было ехать. Так что да, я считаю, что отличное решение. Открытие такого центра – это событие в масштабах нашего города, нашей маленькой столицы. Еще один красивый, уютный, современный уголок. Масштабы не такие большие, но для нашего города, для нашего населения, в принципе, она соответствует масштабам. Я думаю, еще одним красивым, уютным уголком стало больше в нашей столице. Многие магазины в торговом центре начали свою работу в день открытия. Особое внимание детей привлек магазин с игрушками. Прекрасная половина человечества предпочла посетить магазины одежды. Не оставили без внимания и солярий, который находится на 2-м этаже здания. Исходя из всего этого, понятно одно – новый торговый центр – место, которое будут посещать целыми семьями. От лица всех тех, кто здесь работает, я хотела бы сказать,
причем смело, что это замечательное место, прекрасное место для реализации своих проектов, для последующего развития. Здесь этому способствует все абсолютно, начиная с места расположения, где находится сам центр. Это очень удобное место, это центр города, доступный для всех жителей и гостей города. От лица нашего магазина мы хотели бы поздравить всех жителей столицы и гостей с открытием нового торгового центра «Апсны Молл». Наш магазин специализируется на качественных, хороших детских игрушках. Мы делаем упор на оригинальные товары хорошего качества. Всех присутствующих с открытием торгового центра поздравил заместитель главы администрации Сухума Леон Кварчия. Конечно же, необходимо отметить, что объем розничного товарооборота является одним из основных индикаторов состояния экономики. И нам бы всем, в первую очередь, естественно, наверное, владельцам данного торгового комплекса, его арендаторам, и нам, как властям города, хотелось бы, чтобы люди сюда приходили чаще, у людей была возможность вообще что-либо здесь для себя приобрести. Мужская и женская одежда и обувь, канцелярские товары, техника для дома. Теперь все это можно купить в одном здании. Практически все магазины уже сданы в аренду. В скором времени планируется открыть внутри здания небольшое кафе. По словам одного из директоров торгового центра, в первую очередь, открывая такое здание, они думали о комфорте своих клиентов. Помещений здесь у нас 22 помещения разной квадратуры. Общей площадью все помещения порядка 2000 квадратов у нас. Все надеемся сдать. Очень на это надеемся. Апсны Молл – это еще одно место в центре столицы, где каждый желающий сможет провести время приятно и с пользой. Сария Смыр, Леон Адлиба для событий недели. На этом наша программа подошла к концу. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире.